Запускаем. Так, теперь надо строить. Вот так. Видно, да? Все, начинаем. Все, мы начинаем. Итак, добрый вечер. Слушайте, как эти? Чтобы было видно доску. Я рисовать буду. Места много. Итак, добрый вечер. Мы начинаем сегодняшнюю очередную нашу школу. Но школа будет проходить уже по таким нашим любимым продуктам, таким как прессованное масло из семян камелии и льняное масло холодного отжима. Ну и начнем мы сразу с нашего главного. Всех масел из масел – это льняное масло холодного отжима. Льняное масло применяется уже давно, уже со времен Древнего Египта, и отжимается она из семян. И делается она именно холодного отжима, производится. Тут есть, скажем так, природные особенности, почему нужно льняное масло делать холодного отжима. Во-первых, тому способствует содержанию в семян льна соединение цианидов. При нагревании эти цианиды начинают выделяться. Температура перегонки цианидов – это 28 градусов Цельсия. (28 градусов по Цельсию). То есть 28-30 градусов. Эти цианиды начинают возгоняться и образовывать пар. Слышали, наверное, цианистый калий? Ага. Это я. Это я. Вот. Поэтому, когда нарушалась технология выработки масла из семени льна, вырабатывался этот цианистый пар. И животные, люди, которые потребляли жмых, масло, просто-навсего отравлялись и умирали. Поэтому льняное масло должно быть только холодного отжима. Ну, как правильно, льняное масло, льняное масло бывает, как многие производители его производят, и стоит такой вопрос, как же выбрать правильное льняное масло. Правильное льняное масло должно быть в небольших флакончиках, небольшие. У нас оно литр, и оно поделено на 4 бутылочки по 250 миллилитров. Вот. Дальше. Бутылочки должны быть из темного стекла. Обязательно должны быть из темного стекла, потому что льняное масло способно окисляться под действием солнечного света.
В-третьих, у льняного масла должен присутствовать его характерный такой вот горький запах. Потом далее расскажу, почему такой горький запах у льняного масла. И в-четвертых, должен быть такой приятно золотисто, слегка с коричневым оттенком цвет. Вот эти вот все 4 свойства говорят о том, что масло именно натуральное, хорошего качества. И обязательно должно быть написано, что льняное масло холодного отжима. Обязательно. Ну, все, кажется. Ну, некоторые не пишут просто. Обязательно. Кто-то сказал, что в аптеках продается льняное масло рафинированное. Это нафиг. Оно очищенное уже, как обычное подсолнечное масло, без всех полезных свойств, которые они нужны. Оно идет не внутрь, оно идет как косметическое масло. То есть люди не знают. пьют, ага. Оно больше как косметическое идет. Для масок, кремов, для волоса делается, для кожи. Очень хорошо. Ванну можно принимать, ага. Вот. Дальше. Почему у льняного масла такой вот характерный горький вкус? Он как бы сродни со вкусом рыбьего жира. Потому что там содержится очень большое количество омега-3, омега-6 жирных кислот. Примерно в таком же количестве, как и в рыбьем жире. Но льняное масло стоит на самом первом месте. Он король среди всех масел по содержанию омега-3, омега-6. Но в России в советское время уже как-то перестали употреблять, производить масло из льна семени. Ну, потому что это, так скажем, затратное дело, потому что должна быть особая технология, особое оборудование, и как-то решили производство сократить. Но еще тому способствовало то, что СССР распался, там, где лен производился, он отсеялись от России, скажем. И поэтому уже проблематично стало добывать семя льна. Но сейчас уже потихоньку уже этот процесс восстанавливается, возрождается. Лен уже высевают, уже поля, и начинают потихоньку возрождать то производство, которое было. Но качество всегда желает лучшего. Это, во-первых, несоблюдение технологий, несоблюдение опять в агрокультуре, когда вырастает лен. Природный лен, он должен расти на высокогорьях, в специальных условиях. И то семя, которое собирает, оно не отвечает тому качественному, количественному составу, которое должно быть на самом-то деле, в отличие от природного дикого льна. Для чего же применяется льняное масло? Ну, во-первых, оно принимается как в пищу. Пища для обогащения. Так как содержится там большое количество омега-3, омега-6, они у нас в организме не синтезируются. Они должны нам попасть с пищи. Организм способен синтезировать только омега-9. Организм может только жирные кислоты синтезировать. Пищу. Косметология. Рецептов с использованием льняного масла в косметологии полно. Начиная от макушки, заканчивая до пяток. Косметологии. Ну и в медицине. Но в медицине не так распространено, в отличие от того, что как в пище и в косметологии. Ну, в конце могу рассказать вам парочку рецептов по косметологии с применением льняного масла. В качестве медицины его применяется как ранозаживляющее действие при ожогах, при порезах, при больших травмах, когда очень идет плохая регенерация кожи. Потому что льняное масло за счет омега-3 и омега-6 способствовать быстрой регенерации нашей кожи.
Омега-3 станет такой вопрос, что же такое омега-3? Омега-3 это полиненасыщенная жирная кислота, к примеру, арахидоновая кислота. Чему она способствует у нас в организме? Во-первых, она разжижает кровь. Во-вторых, делает наши ткани эластичные. Эластичность тканей. В-третьих, это гормоны. Влияет на выработку гормонов. И ученые выяснили, что проводили опыты на животных, а те животные, которые маленькие, мелкие, активные, у них больше преобладает омега-3 кислот. А те, которые большого размера, такие медленные, такие, которые в спячку впадают, такие медведи, слоны. Ну, слоны большие, они же медленные. Медведи впадают в спячку, потом, кто у нас такие еще большие? Ну, много больших животных, да? Барсуки впадают в спячку. Омега, у них преобладает омега-6. Поэтому по людям тоже можно судить. Те, которые быстрые, такие энергичные, такие энерджайзеры, то у них преобладает в рационе омега-3. Если человек медлительный, засыпает, такой вот меланхолик такой, то омега-6. Соответственно, ему нужно, чтобы побольше быть активным, добавить в рацион омега-3. А, соответственно, те, которые такие энергетики, такие вот, чтобы как-то немножко свой организм сильно истаскивать, насиловать свой организм, нужно добавить в рацион омега-6. Ну, детям там, да. Также омега-3, омега-6 очень хорошо влияет на нервную систему, хорошо успокаивает ее. Для чего же омега-6? Ну, везде идут споры о полезности омега-6. Говорят, что омега-6 это вред. Ну, я полностью не согласна с этим. Ну, так как говорят, что он влияет, что появляется холестерин у нас в организме, человек замедляется, сонный становится, такой медлительный, кровь загущается, да. Но полностью от омега-6 отказываться нельзя. Полностью отказываться от омега-6 нельзя. Почему? Допустим, сели на диету и отказались от омега-6. Также еще омега-6 вызывает рост опухолей, если в большом количестве. И поэтому... Если их много, не в норме, да? И поэтому люди пытаются как бы меньше употреблять омега-6. И к чему это приведет, если упадет до критической нормы содержания омега-6 в организме? Человек порезался, идет кровь. Чтобы образовалась корочка, тромбик, должны пойти вот такие вот химические реакции, скажем. Это должен быть обязательно присутствовать ионы кальция, омега-6, тромбоциты, протромбины и так далее, и так далее. Но нет этого омега-6. То есть кровь будет образовываться, корочка, очень медленно. То есть кровотечения будут очень долгими. Потому что в организме больше омега-3, а кровь жидкая. Вот. Полностью от омега-6 отказываться нельзя. Все должно быть в норме. Также говорят о пропорциях. Сколько же должно быть омега-3 должны потреблять и омега-6. Кто-то говорит из диетологов 1 к 3, кто-то говорит 5 к 6, 1 к 9, ну, разные пропорции. Это все зависит от индивидуальности человека, от его сопутствующих заболеваний, от его массы, веса, роста, возраста, пола, от его образа жизни, какой он, малоподвижный образ жизни, или наоборот такой активный живчик, везде должен успеть.
Это все зависит индивидуально от каждого человека. Так, вот. Омега-6 нарисуем опять. Вот, это омега-3. Омега-6. Какие же свойства она оказывает? Во-первых, она более сгущает кровь. Сгущает кровь. Также влияет на упругость ткани, скажем. Это получается полный антипод омега-3. То есть это разжижает, это сгущает, а это наоборот делает эластичное, а это немножко как бы упругими делает. Также влияет на синтез гормонов, только на другие гормоны влияет синтез. Вот, полностью получается антипод. И они оба являются также антидепрессанты. То есть успокаивают нервную систему. Вот. Вот так вот мы вот разобрали, что такое омега-6, омега-3 жирные кислоты. Итак, мы их получаем с едой. Только можно получить с едой. Так, вот. Они вот способствуют выработке. Вот почему оказывается такой вот антидепрессантный эффект? Они оказывают выработку серотонина. Серотонин, гормон счастья, да? Вот, серотонины, амфетамины. Так, дальше. Ну хорошо же быть счастливым. Стресс это наоборот же плохо. Стресс разрушает клетки нашего организма, истощает их. Так, ну вот такое вот полезное масло из льна семени. Также льняное масло влияет на углеводный обмен, белковый обмен и, самое главное, жировой обмен. Жировой обмен. У нас в организме присутствуют жиры, липиды, которые в избытке бывают, зашлаковывают наши сосуды. Вот нормальный просвет сосуда, чистенький, хорошенький, это вот нормальный, да? А вот, скажем, сосудик, вот тут уже появилось отложение, бляшка. То есть уже та норма, которая должна крови проходить, уже не проходит. И человек уже ощущает себя уже уставшим, более таким вот, головные боли иногда ощущает, сердечные боли иногда бывают. Это появляется вот, что это? Бляшки. Бляшки. Да, правильно, бляшки. Иногда их, если бляшки бывают сильно забивают, тогда вообще бывает некроз уже, разрыв бывает, тромбы отходят, да? И их операбельно удаляют, вот эти вот бляшки. Или вообще целый участок удаляют. Это в зависимости от степени заболевания. И чтобы вот этого не происходило, назначает прием полиненасыщенных жирных кислот. Наверное, слышали. К ним вот относятся как раз вот омега-3, омега-6 жирные кислоты, которые способствуют тому, чтобы наши плохие холестерины не откладывались на стенках наших сосудов. Казалось бы, как это жирные кислоты будут чистить жир? Как-то слушается тавтология, да? Проводили же опыты, вот сосуд смазывали салом и потом льняным маслом, и очищалось. Ну, нарисуем такую вот грубую структуру, скажем, этого. Вот тут еще нарисую, чтобы было более как-то понятно.
Допустим, это липид огромный. И что такое ненасыщенный? То есть у них есть в структуре вот эти вот двойные связи. Двойные связи. Когда он встречается с жиром, скажем, холестерин, пусть холестерин будет так понятнее, с холестерином, то вот эти вот связи, они вот так вот рвутся пополам и соединяются с холестерином. Они связывают этот холестерин, наподобие как свободные радикалы, связывают и забирают этот холестерин. И холестерин таким образом не откладывается на стенках наших сосудов. Не способен в таком виде отложиться. Поэтому вот так вот жирные кислоты могут забрать наш плохой холестерин. Дальше. Вот именно вот плохой холестерин откладывается на стенках наших сосудов. Вот он и способен вызывать атеросклерозы, повышение давления, даже иногда повышение сахара в крови. Поэтому от него нужно избавляться. Так, ну это вот по льняному маслу. Так, пару рецептов хотела сказать по льняному маслу. Ну, льняное масло, скажем, маска для волос. Берется желток, 1 желток, плюс 1/2 чайной ложки льняного масла. Это все перемешивается и наносится на волосы на 15-20 минут. В корни. Вот так вот втирать. Можно по всей длине. На 15-20 минут в шапочке. Ну, или полиэтиленовый пакет, полотенце, чтобы была как эффект бани. 15-20 минут, и потом это все смыть шампунем. Какой эффект? Во-первых, это будет питание. Что такое? Питание и препятствует ломкости. Убирает ломкость волос. Сухие волосы. Да, для сухих волос очень хорошо. Так, это для волос. Маска для лица. Маска для лица. Маска для лица. Берете 1 чайная ложка льняного масла. Можете добавить 1-2 капли эфирного масла, если вам нравится. 1-2 капли, не больше, эфирного масла. Ну, в зависимости от предпочтений, какого эффекта вы хотите добиться, или по вкусу там бывает, кому нравится. Кому-то ваниль, кому-то грейпфрут нравится. Да. Кому-то лаванда. Но можете... Любое масло можно. Да, эфирное масло. Можно. Ну, это не обязательно. И 2 столовые ложки этого как молотые овсяные хлопья. Молотые овсяные хлопья. Ну, геркулес, наверное, у всех есть. Где-то 2 столовые ложки на блендере помяли, вот, как до состояния такого, как, чтобы состояние не муки было, но чтобы крупицы были. Вот. Это все смешать и на 15-20 минут. На лицо. На лицо. На шею. На лицо, на шею, на руки можно наносить. И подержать, а потом смыть теплым водой. Можно в кефир добавить масло льняное, там, допустим, сколько на лицо уйдет. Ну, 3 столовые ложки кефира уйдет и чайная ложка льняного масла. Размешать и тоже на лицо наносить. Для рук тоже можно. Для рук, сухая кожа, так. для лечения ожогов. Вот для лечения ожогов у нас тоже есть. И какой эффект получается? Вот этот вот эффект выравнивания цвета лица кожи
будет такой вот, за счет того, что овсяные хлопья идут, витамины группы В, питание будет лица и смягчение кожи. Очень хороший. Именно масло отпиливается. Да, отбеливает. Ну, слегка так отбеливает, ага. Есть очень хороший рецепт для лечения ожогов и ран. Я вот всегда этим пользуюсь. У нас вот нет уже пробитых оболочек, да, закончились? Ну, вот. Вот пробитые оболочки чем хорошо, вот сосновая пыльца с пробитой оболочкой, она уже порошок. Его не надо эту пыльцу молоть. Она такая мелкая, такая, очень такая, хорошо делать именно вот эта вот мазь. Но если же нету, но придется на кофемолке молоть сосновую пыльцу. 1 столовая ложка льняного масла. Ну, допустим, что берем сосновые таблетки, да, потому что этих порошков нету. 6-8 таблеток сосновой пыльцы. Плюс 1/2, нет, лучше 1 чайная ложка, 1 чайная ложка воды. Вот это вот все перемешивается до однородного состояния. Она как бы такая вот цветоалинемент, такая жидкая становится. И она очень хорошо наносится, делает примочки при ожогах, при порезах, при ранах. Очень хорошо накладывается. И долго нужно. Ну, не больше 30 минут. Их же много. Кого? Смесь большая. Смесь, да. Ну, у нас она очень быстро уходит. Так, маленькие дети постоянно. А так хранить нельзя. А так, ну, не больше месяца. Не больше месяца в холодильнике можно хранить. В герметично закрытой баночке не больше месяца. Бутылка, да, стеклянная. Ну, обычные баночки из-под крема же есть. Вот этим вот можно. Ага. У нас очень быстро он уходит. Вот у нас летом муж постоянно на солнце обгорает. Не любит эти солнцезащитные крема. Вот это тоже хорошо. Очень хорошо помогает. И наношу ему где обгоревшие участки. Вот это вот элемент, скажем. И очень хорошо вот это вот обезболивает очень хорошо. И снимает Это красоту. какую маску? Последняя? Последнее вот это вот. Лечение что- ожога. лечение. Это солнечный ожог получается. Солнечный ожог. Ага. Да. Отдельно. Ну, а тут еще полный комплекс, сосновая пыльца идет, полностью лечение, восстановление идет. При ожогах очень хорошо, при травмах, при долго заживающих ранах, при гниющих ранах, вот таких вот, очень хорошо помогает. А вот, например, вот диетезникам тоже Как можно. пролежи, да? Да, очень хорошо. При пролежне что же, да? Тоже при всем можно. А, Так что возьмите себе на заметку. Как мазь-спасатель будет у вас всегда. Так, следующее времени уже. Это прессованное масло из семян камелии. Ну, масло из семян камелии называют больше всего восточным маслом, потому что оно, как сказать, распространено именно только в той части. Потому что семена масла камелии произрастают только в Китае, Таиланде, в Японии, именно в той восточной части. Масло семян камелии применяют уже давно, уже 2000 лет, как очень долго, да, и применяют его в основном тогда, считалось это масло императриц. Можно даже вот по старым портретам смотреть, вот китайским, принцесса сидит, императрица, с белой кожей, с длинными волосами, с ухоженными руками. И вот до сих пор в Китае сохранились вот эти вот старинные рецепты тех времен. Вот как они вот уважают свою культуру, свое наследие, что до сегодняшних дней они доносят вот эти вот рецепты. Вот.
Тоже вот расскажу потом в конце несколько рецептов по применению масла камели. Но в основном оно применялось как в косметологии. Очень, очень широко применяется в косметологии. В строительстве, как ни странно, да? Да. Есть техническое масло камелия. Это у нас пищевое масло, а есть техническое камелия. Сейчас расскажу, что я с него делаю. Так, в строительстве, ну и в пищу. Пища, да? Косметология, строительство, пища. В медицине она особо не распространена. Медицина как бы относится и к косметологии в этом разделе. В косметологии мы разберем, почему в строительстве. Опять же, тут встречается наш любимый бамбук. У бамбука, он же полый внутри, и когда в Древнем Китае начали строить канализации, именно там начали строить первые канализации, чтобы древесина бамбука не прогнивала от постоянных сточных вод, его замачивали в масле камелия, техническом масле камелия. И оно как бы становилось таким прочным, и даже до сих пор китайцы находят вот эти вот канализационные стоки вот этого бамбука. Они вот до сегодняшних времен еще сохранились. Вот. Также масло камелия применяют, вот зонтики же китайские, японские есть с рисовой бумагой, чтобы оно держало форму, не промокало, эту бумагу обрабатывают маслом камелия. То есть применяется очень давно. В пищу принимается, у нас как бы в России особо не распространено применение масла камелия, как бы считается новинка. Но в Китае, в Японии, в Таиланде оно применяется очень широко в пище. Масло камелия выдерживает нагревание до 210 градусов по Цельсию. В то время как наше подсолнечное масло еле-еле, в зависимости от производителя, от качества масла, в среднем до 150, если хорошо выдерживает. Но некоторые даже и до 110 градусов выдерживают. Если выше этой температуры, то масло подсолнечное разлагается. Это подсолнечное масло. Вы, наверное, этот запах ощущали, когда, допустим, жарили пирожки, рыбу, масло или перегорало иногда. Вот это вот неприятный запах акролеин. То есть подсолнечное масло, вещества, разлагается, и выделяется акролеин. Вот который акрилин, который вот именно дает тот самый запах неприятный и раздражает еще дыхательные пути неприятное. Он еще ужасный токсин. В организме очень плохие. Негативно сказывается у нас в организме. Во-первых, влияет на дыхательные пути, вызывает их спазм, и там уже дальше откладывается их, он способен откладываться и вызывать рост онкологии. Так что масло подсолнечное сильно не нагреваем. Те, которые живут под кафе. Надо как-то бороться с этим. Вообще кафе в жилом доме это как-то, мне кажется, это нужно бороться с ним. Это, во-первых, тараканы, это грызуны, это антисанитария постоянно. Не все кафе отвечают санитарным нормам, во-первых. Так что масло камелия спокойно выдерживает нагревание до 240 градусов по Цельсию. Спокойно. И оно, даже вот когда его жаришь, сильно нагреваешь его, нету такого вот запаха. Тогда можно второй раз есть. Ну, можно, конечно, но нежелательно, конечно, тоже. Потому что оно тоже же вбирает в себя все вещества с еды, а вот эти вот, они способны тоже окисляться,
То есть масло тоже зашлаковывается, скажем так. Так, что дальше? Косметология. Ну, рецептов, скажем так, применения в косметологии очень полно, тоже много. Сейчас сотру это. Есть, допустим, у вас закончился дома кондиционер для волос, а нужно волосы, чтобы непослушные волосы, чтобы легко расчесывались. Нужно всего кондиционирование волос, скажем. Нужно всего где-то 5-6 капель нанести на ладони, растереть и протереть волосы. И сразу на волосы. И расчесать. Эффект кондиционирования будет. Волосы будут очень легко расчесываться. Далее, питательная маска. Питательная маска. Ну, опять же, можно использовать один желток и одна вторая чайной ложки масла камелии. Масло камелии. И тоже вот на 15-20 минут потом смыть. Такая вот питательная маска будет. Можно питательная маска для волос. Также можно для сухих волос применять. Также можно чисто само масло камелии наносить. В зависимости от густоты и длины волос. Также зависит. Где-то 1 столовая ложка, но 3. От 1 до 3 столовых ложек. В зависимости от длины и густоты волос. Нагреть до температуры тела или комнатной температуры. Ну, где-то 37-36 до температуры. Нагреть и нанести и втереть в корни волос. Корни волос и по всей длине. Обязательно нужно одеть шапочку или пакетик, полотенце. И 15-20 минут ждать. И смыть. Потом это все смыть. Также будет питание волос, улучшение структуры волос. Укрепление луковиц будет происходить. Это вот все для волос. Для лица вы можете также самостоятельно использовать масло камелии, тоже легко подогретое. Ну, на лицо где-то уйдет, наверное, половина чайной ложки, может даже 1/3 уйдет. Тоже натереть на лицо, на шею, на руки можно. Будет улучшение состояния кожи, то есть эластичное будет, питание будет улучшаться, и также немножко эффект отбеливания будет. Также можно в обычное масло льняное камелии можно 1-2 капли добавить эфирного масла. Если вам так нравится, можно нанести. Если есть на лице раздражение, гиперемия, прыщи, то эфирное масло только 1 каплю и вот такие вот успокаивающие. Что-то наподобие льняного масла можем носить. Эфирное масло чайного дерева очень успокаивает. Но ни в коем случае не цитрусовые. Если есть на лице раздражение, цитрусовые эфирные масла лучше не использовать. Будет обратный эффект. У меня вот осенью был случай тоже, так как я работаю в производственной аптеке, провизор технолог-аналитик, мы постоянно пользуемся ДЭС-средствами, очень сильными ДЭС-средствами, потому что больница инфекционная. Дезинфицирующие средства, то есть мыло со специальным эффектом, которое убирает именно туберкулезную палочку, чтобы не было
всякие вот эти вот, они дубят кожу, так очень шелушится из-за этого. И у меня пошла аллергическая реакция, руки задубели, покраснели и обсыпались такими белыми пятнами, как псориаз. Было не очень красиво, ходила вот так вот все прятала. И тогда масел не было, камелии тоже вот. Ждала, дождалась и пришла. Наконец-то масло камелии. Я тоже вот сделала, у меня есть пробитые вот оболочками. Вот. Масло камелии. И один пакетик был у меня соснового пыльца с пробитыми оболочками. Одна чайная ложка воды. Тут 1 столовая ложка масла. Это все смешала. И нанесла, ну, такая вот жидкое получилось состояние. И нанесла на руки и в перчатки. Перчатки, целлофановые. У меня были такие обычные целлофановые перчатки. И туда. И на всю ночь. На ночь. Конечно, спать не очень удобно. Но утром, когда я сняла эти перчатки, твердая кожа, которая такая грубая была, она умягчилась, такая стала приятная на ощупь. Жжение. Первые 5 минут было жжение, потому что это воспаление было. Воспаление сразу умягчилось, все прошло, краснота прошла, осталось только чуть-чуть местами только, где было сильное раздражение. То есть за первый раз, за одно применение было сразу такое улучшение на лицо, скажем так. Я так очень обрадовалась, так хорошо стало. Потому что вот это постоянное шелушение и то, что руки чешутся, не дает покоя. Даже ночью спать невозможно. Что спишь, чешешь до состояния, пока кровь не пойдет. Это было очень сильно больно. Сейчас уже такого нету, потому что выдали, так скажем, специальные крема, но все равно пользуюсь маслом камелии. Именно чисто масло камелии наношу и в перчатки, и на ночь. И засыпаю. Также масло камелии вот очень хорошо укрепляет структуру ногтей. Ногти становятся тверже. Так что вот для любителей вот шелаков, которые вот истончают ногти сильно, очень рекомендую пользоваться, делать такие маски. Прямо на эти, да? На ногти. На ногти наносить, можно в перчатках и спать. Очень хорошо укрепляет структуру ногтей. Ну и руки тоже очень мягкие становятся. Сразу заметите эффект. Ну вот это все по маслам камелии и льному маслу. Вопросы о применении, может. Время. А эти, тем, которые вот с жирными волосами, они могут пользоваться? В качестве масок Масок, да. можно применять, но не в таком большом количестве. То есть, А жирнее они не станут? нет, они жирнее не станут. Что удивительно, жирными они не станут. Потому что мои дочери все жирные волосы. Еще вопрос? Вот, например, если я на салат вот капаю, да, сколько можно там, слишком перебарщивать тоже нельзя, или можно в любом количестве? Ну, сильно тоже перебарщивать не надо никак. Ну, допустим, сколько там, на килограмм овощей, скажем так, где-то 1-2 столовые ложки масла пойдет. А этот, который, а почему запаха нет у камелии? Масло камелии нету запаха, но оно само по себе, во-первых, такое, не содержит того количества омега-3,